Когда ты говорил сначала о том, с кем вы воевали, ты назвал их сепарами. Вот на том ролике, который просто там куском был в сюжете, на самом деле весь смотрел, там как раз Боровик кричит: вот кадыровцам вам, да? И когда стреляет, когда гимн поет. Вы вот сейчас тогда или сейчас уже по прошествии времени, вы можете вы для себя поняли рассказать, с кем вы конкретно воевали там? Вы понимаете, кто были в разные моменты вашими непосредственными противниками, на которых вы смотрели в прицел? Очень разная солянка. Опять же, за все 242 дня, наверное, там ребята еще больше насмотрелись. Да не наверное, а точно. То, что, из того, что я знаю, это по-любому кадыровцы, это точно, потому что они кричали нам и из подвала, и из старого терминала. Это такой, может, у них особенность ведения войны, там, пытаться запугивать. Может, на кого-то это действует, скорее всего, больше на мирное население. Но для нас это было как, знаете, когда кто-то хорохорится, то значит он в себе не уверен, наверное. Может быть, поэтому кричали они. В общем, эти ребята, потом это были четко кадровые, конечно, россияне. И тоже я видел, там и ребята видели, ребят в этих альфовских шлемах. Они отличаются, они гладкие. Их в старом терминале видели. Видели ребят, которые бегали в белых халатах, и потом же прошла информация о погибшем вымпеле, там, да, взвод, там, по-моему, или больше, которые шли на штурм. Но их тогда, насколько я помню, с вышки заметили ребята. Клещевский, Денис Клещ, позывной, дай бог ему здоровья, корректировщик на вышке. По-моему, он заметил их. Там тоже было, наверное, пару взводов, которые шли через кладбище к терминалу ночью. И их тогда, конечно, накрыли. Но это из таких. А на самом деле, когда человек воюет, он же нормальный человек не будет носить там какие-то шевроны цветные. Да, но по манере боя видно же. Ты сказал, не пробивали стены, это же обычный человек не станет. Нет, это четкая альфовская тактика. Понятное дело, что это подготовлено.